Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в выпуске. Инспекция объектов инвестпрограммы. Второй день рабочего визита в Абхазию делегации Минэкономразвития России. Подготовка к сессии Народного собрания. В парламентском комитете обсудили изменения, которые предстоит внести в некоторые законы. Генеральная уборка. В столице проводятся работы по обрезке деревьев и кустарников. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с делегацией из России, возглавляемой заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым, находившейся с рабочим визитом в Абхазии. На встрече присутствовали представители экономических ведомств двух стран, органов, задействованных в реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Обсуждались актуальные вопросы сотрудничества в экономической сфере. Это подготовка к гармонизации законодательства двух стран, которая коснется практически всех сфер жизнедеятельности государства и позволит в будущем активно развиваться торговым, социальным и другим взаимоотношениям. Сотрудничество в области разрешения вопросов энергообеспечения, реализация инвестпрограммы и ее регулирования для эффективного использования средств. После встречи Сергей Назаров и Кристина Озган прокомментировали ее итоги. Мы рассмотрели ход реализации инвестиционной программы, которая реализуется с участием Российской Федерации, какие сложности и сроки реализации. И еще один вопрос, который, наверное, самый большой по объемам и по задачам, это синхронизация законодательства Российской Федерации и Республики Абхазия. Есть план мероприятий, он касается практически всех сфер деятельности. И, собственно говоря, мы на сегодня обсудили, как обстоят дела в этой сфере и наиболее, наверное, такие актуальные вопросы. Их много, поэтому я перечислять не буду, но там в сфере, допустим, таможенного законодательства, для того, чтобы нам синхронизировать законодательство двух государств, что, соответственно, серьезно облегчит с точки зрения перемещения людей, грузов, товаров, что актуально на сегодняшний день. И, наверное, еще наиболее такой тоже сложный вопрос на сегодня – это в области энергообеспечения, где сегодня республика испытывает сложности. На наш взгляд, они такие системные, и для этого надо как раз вот то, о чем я говорю, синхронизировать законодательно и организационно провести ряд мероприятий для того, чтобы эту ситуацию исправить. Поэтому вот обсудили, наметили, надеюсь, что все получится. В контексте тех вопросов, которые мы обсуждали, мы предметно касались вопросов практической реализации всех этих направлений. И по реализации инвестиционной программы, там есть вопросы, которые требуют более системного подхода. Мы это обсудили и выработали подходы. Значит, по плану гармонизации у нас процесс реализации этой программы уже в активной фазе. Необходимо было определить практический подход и методологию, как мы это будем реализовывать. В принципе, понятны позиции двух сторон. Есть понимание, движемся дальше. Естественно, одним из главных вопросов в повестке это была энергетика, ее состояние и подходы по выводу страны из этого системного кризиса. Есть понимание, как мы это делаем. Мы это сейчас серьезно ведем работу и с Министерством энергетики Российской Федерации, и с Минэкономразвития Российской Федерации. Поэтому все это будет выливаться в соответствующие нормативные акты правительства, будет сопровождаться законодательством Республики Абхазия. И мы очень рассчитываем, что с помощью коллег из Российской Федерации мы решим все эти проблемы. Завершился рабочий визит заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова в Абхазию. Перед отъездом российская делегация посетила Ткварчал и Ачимчирский район и ознакомилась с тем, как восстанавливаются объекты за счет российской финансовой помощи. Репортаж Гугуцы Вардания.
Строительство больницы в Ткварчале началось еще в 2017 году и должно было завершиться спустя 2 года, но работы все еще продолжаются. Объект пока не введен в эксплуатацию. На сегодняшний день строительство медучреждения идет к завершению. В мае планируется сдать основной вспомогательный корпуса, где будут располагаться станция скорой помощи, морг и прачечная. Персонал, который работал, он и переходит сюда, но мы будем еще добавлять штаты. Укомплектовываем. Да, укомплектовывать будем дальше. А где вы будете их укомплектовать? За Это счет в кого? здании. Нам глава администрации поможет в этом. А люди-то откуда? У нас есть, кого мы можем, да, трудоустраивать. Есть доктора местные, Ткварчальские, с района, есть из близлежащих районов, Очамчирский, Гальский район. Кстати говоря, эта больница планируется для оказания медицинской помощи, в том числе жителям этих районов. Фактически зональная, получается 11 сел. больница 2-го уровня. Все условия для этого есть. Да и сейчас я могу сказать, что более 3500 обращений в приемное отделение Ткварчальской больницы, даже в условиях работы временного пребывания в корпусе, в основном это не только жители района, но и близлежащих. Да, совершенно верно. В Ткварчал российскую делегацию сопровождали вице-премьер-министр экономики Кристина Узган, министр здравоохранения Томас Сахнаки, глава администрации Ткварчалского района Исидор Доче. Они рассказали о том, какие работы идут на объекте в данное время. Тут будут представлены все необходимые кабинеты специалистов, можем продемонстрировать лабораторию. Биохимическая, клиническая. Далее российская делегация посетила Ткварчалскую ГРЭС, от которой протягиваются воздушные линии Ачгуары. Как отметил главный инженер Черноморэнерго Тимур Каце, подстанция и сети, исходящие от нее, находятся в критическом состоянии и нуждаются в ремонте и замене. Далее гости посетили тепличное хозяйство «Кындык Агро» по выращиванию томатов и огурцов. Оно было открыто в 2017 году по программе льготного кредитования. Общая площадь участка составляет 16 гектаров, а теплиц 4. Овощи здесь планировали выращивать с февраля по ноябрь и получать до 50 килограммов за одну посадку. Но выходит только 17. Всему виной ряд нерешенных технологических вопросов. Сейчас главное произвести вот эту реконструкцию. Это небольшие деньги. А что требует реконструкции? Это растворный узел, более правильный, современный поставить. Это первый вопрос. Заменить капельные линии, потому что из-за того, что применяется эта технология, которая применяется, вот приводит к сильному, видите, кальцинации. Закальцируются капельные линии, из-за этого да, и качество полива ухудшается. Из-за этого вот появляются вот эти желтые позиции, которые болезненные. Давайте отметим, что дополнительное финансирование, часть инвестиций вы готовы вложить сами, порядка 16 миллионов. Надо дополнительно. Для того, чтобы нам перезапустить и тепличный комплекс и провести модернизацию, речь идет порядка 40 миллионов. При этом мы порядка 12 миллионов планируем сами вложиться и порядка 30 миллионов, получается, дофинансировать. А общее тело кредита какое? Общее тело кредита 250 миллионов. И мы собственных средств вложили порядка 150 миллионов уже. 250 надо реструктуризировать. Но учитывая ту технологию, которая здесь применяется, мы планируем увеличить срок реструктуризации где-то на 7-8 лет. На этом рабочий визит заместителя министра экономического развития Сергея Назарова в Абхазии завершился. Гугу Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В парламенте прошло заседание Комитета по государственной правовой политике. Члены парламентского комитета обсудили изменения, которые предстоит внести в некоторые законы. Первым вопросом обсуждалось внесение изменений в закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Репортаж С. Магуланзе. В начале заседания депутаты обсудили внесение изменений в закон о декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами. Один из инициаторов проекта, депутат Гиви Кварчи, обратился к членам комитета с просьбой вынести данный законопроект на ближайшую сессию для принятия его в окончательном чтении. Одна из поправок – это изменение сроков отчетного периода, то есть последнего дня отчетного периода предоставления декларации. В первоначальном виде это было 30 апреля.
по нашему законопроекту он был изменен на 1 августа. Возможно ли такое, применить данную поправку на первый год работы данного закона, если он будет на текущий год, да, если он будет принят в окончательном чтении, а далее уже как бы применять первоначальную дату. Мы могли бы оставить в случае его принятия, на ближайшей сессии, предположим, для текущего года оставить его тогда на 21 год как отчетную дату август месяц. Мы в переходных положениях можем это закрепить в самом законе, а уже с следующего года он будет так же, как и ваша редакция, наверное, да? С 1 апреля, там какая, 30 апреля, да? Да, 30 апреля. Как он был в первоначальном виде. Представитель президента в парламенте Саида Будба отметила, что концептуальных замечаний к представленному законопроекту нет. Все ранее озвученные предложения уже учтены. Единственное, в законе разделяются категории государственных служащих и должностных лиц. Это, как отметила Саида Будба, является нецелесообразным. В наименовании закона определяется, что он касается декларирования госслужащих. И в тексте закона в статье 2 указывается, что к госслужащим относятся в том числе и должностные лица, которые определяется понятие. Поэтому выделение отдельного понятия должностных лиц и в наименовании, и по тексту закона нецелесообразно, потому что они и так подпадают под декларирование. После небольших дискуссий комитет принял решение вынести данный законопроект на ближайшее заседание сессии. Следующим вопросом депутаты обсудили внесение изменений в закон о выборах депутатов парламента. Спикер парламента Валерий Кварчия предложил внести в проект 2 поправки. Согласно одной, депутатом парламента может быть избран гражданин республики военнообязанный, прошедший военную службу в абхазской армии. Согласно второй поправке, закон о выборах депутатов парламента вступает в силу с момента официального опубликования для всех, кроме лиц, имеющих среднее образование в неабхазской школе, то есть не владеющих абхазским языком. Для этой категории закон будет работать с 2027 года. Все представители других национальностей, проживающих в Абхазии, имеют право по Конституции говорить, пользоваться своим языком. Никого это не ущемляет. Но еще раз говорю, наш государственный язык, он призван сближать все представители всех национальностей, проживающих в Абхазии, сближать. У нас 160 школ, 165 школ в Абхазии. Абхазцы составляют большинство населения. Вот, количество учащихся 27 тысяч, около 27 тысяч. Большинство из них 15 тысяч абхазий, и на них им представлено всего 60 школ. Знаете? А русскоязычным всем 105 школ. Кто ущемлен в Абхазии? Абхазский язык или другие языки? Депутат Валерий Агрба высказал замечание к проекту. По его мнению, закон следует ввести с 2027 года для всех категорий граждан. Насколько готовы мы к тому, что закончив абхазскую школу, должен владеть не на бытовом уровне, а на том уровне, чтобы абхазский язык мог стать наряду с русским языком госучреждения, чтобы он мог использовать терминологию. Если у нас до 4 класса есть только пособие, а в абхазской школе обучение выше, в старших классах на русском языке происходит, знание бытового абхазского языка мы будем в лингвистической комиссии в ЦИКе устанавливать, или знание профессионального языка, или каких-то еще навыков, связанных с терминологией или еще. Насколько мы готовы, я к тому, Еремеевич, что готовы ли мы вводить сразу с момента вступления в силу? Может, действительно оставить 27 год для всех, а за это время разработать программы, перевести абхазский язык в школах, чтобы выпускники тех же школ могли на абхазском закончить, в конце концов, обучение. Директор ЦСИ при президенте Вячеслав Чирикба поддержал закон и поправки к нему. Однако отметил, что необходимо четко соблюдать закон, чтобы он работал в нужном направлении, а не стал инструментом дискриминации. У нас многонациональное общество. Дали ли мы возможность нашим согражданам армянской национальности, русской, выучить язык полноценно? Дали возможность? Мои дети ходят в школу, в абхазскую школу ходят. И нет, даже в абхазской школе они выходят из школы, не знают абхазского языка. Те, кто не знал, и выходит незнанием. То есть школа наша не дает знания языка. И не только, кстати, абхазского языка. Приходится сейчас, вообще, чтобы поступить в вуз, приходится заниматься репетиторами 2-3 года. Создана параллельная система образования в Абхазии. Школа неэффективна, потому что методики старые, устарелые, в общем, надо все менять. Но никто ничего не делает.
Теперь это второе, то есть, чтобы не было дискриминации, это очень важно. И чтобы было четкие критерии для всех, чтобы не было ощущения, что это против кого-то, а нужно, наоборот, для сплощения общества. Так что я поддерживаю все законотворческие инициативы, но нужно быть очень осторожно здесь быть. Вы сделали заметочку по дискриминации, да, вот это будет как средство дискриминации. Абсолютно нет. Вот у нас есть очень хороший пример Левона Галустяна. Да, не, ну да. Вот Левон Галустян, он не владеет абхазским языком, но он даже лучше и красивее выступает, начинает всегда заседание, всегда обращается к своим коллегам на абхазском языке. Я хочу сказать, и, честно говоря, вот некую надо провести дифференцированно, вот как-то хорошо владеющий абхазским языком, там, средневладеющий или как-то это. Можно это упорядочить, но надо нам что-то сделать. Я буду, честно говоря, поддержу эту поправку. После долгих дискуссий обсуждение поправок к закону о выборах депутатов парламента было отложено на следующее заседание комитета. Далее депутаты обсудили вопрос внедрения автоматизированной судебной информационной системы АСИС в судах республики. Ранее от председателей Конституционного и арбитражного судов поступили письма о переносе срока вступления в силу статьи закона о судебной власти, касающейся внедрения АСИС. Специфика внедрения связана с высокими технологиями, что требует познаний в этой области. Поэтому многие вопросы технического характера остаются неурегулированными. Нам 12 декабря установили программу, причем программа сложная очень. И 1 января начали работать. Были у нас сбои по срокам, а это все очень большие проблемы, нарушены права некоторых сторон, и такие были случаи. Я просила форс-мажор нам дать возможность, но парламент отказался в результате переговоров. Проблем много, но можно сказать, что запустили систему. В 4 судах установлено все оборудование для видеопротоколирования. Там, где залы заседания позволяли. Вы помните, я вам ролик показывала, как выглядят залы заседаний. У военного суда нет зала заседаний, соответственно, не установлено. Это Гудаутский суд. Остальные суды, кроме Гагра, Гулрыбский суд, Сухумский городской суд и Верховный, не установлено оборудование. Когда там будет ремонт и когда в других судах мы сможем установить, это вопрос не к нам, мы этого не знаем, потому что мы регулярно сметы на ремонт направляем к вам, и вы видите, на этот год тоже они в бюджет не попали, ни в наш, ни в УКСовский. Поэтому, наверное, и в этой части мы будем просить об отложении. Разумеется, это сложное программное обеспечение, и сейчас опыт ее внедрения в Верховном суде, видимо, показал, что в ней есть некоторые нерешенные вопросы, которые изначально не были решены. Теперь у нас стоит вопрос о конституционном и арбитражном суде. Все, что касается здания, в каком оно виде, и есть там или нет ремонта, вообще к системе АСИСа, которая не связана с видео-аудиопротоколированием, вообще не относится. Потому что вся АСИС, кроме видео-аудиопротоколирования, которая устанавливается в кабинетах, в залах судебных заседаний, все технически возможно сделать технически. То есть для этого зала судебного заседания не нужно, чтобы мы понимали. Для этого нужно только первое программное обеспечение и, соответственно, рабочие места у судей или у помощников судей, где это программное обеспечение установлено. И, соответственно, вот у нас теперь такая ситуация. Это на ваше усмотрение, конечно, как это возможно сделать. После дискуссии вопрос был снят с повестки дня, так как, по мнению депутатов, он требует более детальной проработки. Далее парламентарии обсудили вопросы, касающиеся права на восстановление национальной принадлежности некоторых жителей Галского района, этнических абхазов с фамилиями Зухбая, Тарбая и подобных. Этнические абхазы, в скобках Абаза, прямые потомки беженцев, покинувших историческую территорию проживания абхазов, в скобках Абаза, в результате русско-кавказской и русско-турецких войн и других событий 19-20 веков, граждане Республики Абхазия, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в Республике Абхазия, достигшие 18-летнего возраста, имеют право на восстановление абхазской национальной принадлежности и абхазской фамилии. Теперь, значит, ты будешь гадать, я тоже буду гадать, значит, если человек осознанно принимает такое решение,
Вообще в других законах, у других народов никаких записей нет. Если человек хочет поменять фамилию, меняет. Если хочет поменять национальность, меняет. Там нет никакой проблемы, а у нас все проблема. Хажлака, стол Парчинкнар, Хавазастенка, Чиненерца, Зугалашума, чуть ли не предатели Абхазии. Мы паспортизируем Гальский район, Угалам Шазой воровала Земсусан. А сейчас не хочешь этот же вариант здесь пропихнуть. Не надо этого делать, давайте разберемся и спешить не будем с этим. После бурных обсуждений депутаты решили снять вопрос с повестки дня для более детального обсуждения. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Квалификационная коллегия судей Абхазии объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантных должностей судей Верховного суда. 2 единицы. Прием заявлений осуществляется в помещении Министерства юстиции с 19 по 30 апреля включительно. За справками обращаться по телефону 229 44 90. Общественная палата республики объявляет о приеме заявлений от политических партий и общественных организаций на замещение 2 вакантных мест путем конкурсного отбора. Прием документов будет осуществляться до 24 апреля включительно. По всем вопросам обращаться в общественную палату. Общественная палата состоит из 35 человек. Она формируется 3 частями. Первая часть – это представляет президент 13 человек, а 2 другие общественно-политические партии, организации, и также еще от городов и районов, местных органов управления. Вот эта часть, которая сегодня изменения произошли, именно там выбыло 2 члена палаты, они назначены в органах государственного управления, это Беслан Джопова и Рисмар Канджиджал. И вот поэтому мы сегодня объявляем конкурс для представления, чтобы политические партии и общественные организации представили свои кандидатуры в течение 10 дней до 24 числа включительно. И после этого Общественная палата рассмотрит все представленные документы и проголосует за того кандидата, которого считает необходимым принять. По всем вопросам просим обращаться в Общественную палату, какие документы, как и так далее. Кроме того, будет на сайте вывешено объявление, и поэтому все желающие партии и общественные организации могут обращаться. Между Гудаутским районом Абхазии и Ярославским муниципальным районом Ярославской области Российской Федерации подписано соглашение об установлении партнерских отношений. Об этом сообщает отдел информации и связи с общественностью администрации Гудаутского района. Соглашение подписали руководители районов Баграт-Божгуа и Николай Золотников. Сферы возможного сотрудничества – это образование, культура, спорт, туризм и другие направления. Весна окончательно вступила в свои права, а значит, у работников зеленого хозяйства много работы. Еще с февраля месяца специалисты МУП благоустройства приступили к обрезке деревьев и кустарников в столице. Репортаж Сарии Кварацхелия. Любителей природы и тех, кто переживает за судьбу и внешний облик родного города, не может не радовать работа специалистов МУП благоустройства столицы. Они обрезают кусты, срезают старые сухие ветви, одним словом, благоустраивают парки и улицы Сухума. Начали с парка Курченко. Территория не приводилась в порядок уже несколько лет. Была произведена обрезка деревьев, которые заросли плющом и высохли. Парк был очищен от кустарников и колючек. Мы также продолжаем свои работы. Вот сейчас основную работу, то, что мы откуда начали, это с парка Курченко. Очень много зарослей убрали, там заросшие много и колючки, такой объем большой. Оттуда мы продолжили по улице Ласуря, спустились на турбазу. Всю улицу Ласуря охватили. Стараемся просто корневую систему очищать от всяких посторонних сухостоев. И также мы производим не глубокую обрезку, а легкую обрезку. На улице уже царствует тепло, но зеленая листва, увы, радует не всех. Ветки закрывают окна от солнечного света. Вместо молодых деревьев во дворе коряги или высохшие деревья, находящиеся в аварийном состоянии. Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы отстричь слишком пышные корни или растения в своем же дворе. Однако не все жители нашей столицы делают это. Напротив, они еще и препятствуют работе специалистов.
Наша работа, да, по глубокой обрезке, она 10 апреля уже завершилась. Все, мы уже не делаем глубокую обрезку, делаем только вот сухие здесь ветки, обрезаем, чистим, корни наверху, нельзя как бы вот так. С какими-то сложностями вы на месте сталкивались? Люди. Вот расскажите. С людьми у нас проблемы, которые не понимают этого всего, ругаются, приходят, не знаю, здесь цирки вытворяют. Мы уже устали от них. Они не понимают и что им не нравится? Они не понимают то, что мы делаем, порядок наводим, то, что мы убираем ветки, которые людям в окна лезет, в стены лезет, по крышам, желуби забитые. Вот, да, вот эти, мы конкретно работаем на этом. Кроме того, деревья и кустарники нужно обрезать и в санитарных целях. Как известно, необработанные растения в городской черте – это источник различных заболеваний. Своевременная обрезка, как утверждают специалисты, поможет сохранить здоровье дерева и продлить его жизненный цикл. Сейчас работы проводятся на набережной Махаджиров. Работают 2 бригады по 5-6 человек. А уже с 19 апреля специалисты МУ благоустройства будут косить зеленые зоны города. Начинаем косьбу. Туда входит косьба территорий, то есть парков, скверов, ну и так далее, улиц, ну всех, так сказать, зеленых зон города. Параллельно делаем обрезку, то есть точнее не обрезку, а формовку, приводим в порядок, озеленение в парках непосредственно. Так сказать, в листопад сезонный до конца мая, до начала июня месяца. И в связи с этим, то есть это другая бригада, которая занимается, то есть чисто уборка территорий. В Сухуми все улицы нуждаются в санитарной обрезке деревьев. Специалисты МУ благоустройства продолжают свою работу, которая продлится до конца осени с перерывами в плохую погоду. Сария Кварацхеля, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению синоптиков, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.